В вашей жизни вот-вот произойдет удивительное событие. Произойдет так, что вы никогда больше не сможете отрицать существование Бога. Если вы верите, утверждайте и провозглашайте это громко. Ваша личная борьба находится на грани того, чтобы стать публичным свидетельством Божьей благодати, благосклонности и сверхъестественной силы изменить ситуацию. Бог устраняет барьеры, которые вас сдерживают. Ваш прорыв здесь – божественное обещание. Противник не смог вас победить, поэтому пытается вас измотать. Держитесь, ведь ситуация вот-вот повернется в вашу пользу. Как только вы открыли глаза этим утром, Бог открывает для вас двери и возможности. Ожидайте прорывов, ответов на молитвы, хороших новостей, благословений и чудес в вашей жизни. Если вы верите, заявите об этом. Кто-то, читающий это, собирается пережить серьезный прорыв. Вы требуете, чтобы Бог проявился значительным образом. Это ваше подтверждение того, что Он сделает это на этой неделе. Это необычная неделя, это неделя громких побед и неизмеримых благословений. Вы готовы? Напишите 1313 минут, и вы есть. Вот невероятная новость. Бог посылает вам божественное вмешательство. Цепи, удерживающие вас, вот-вот порвутся. Работа мечты, о которой вы горячо молились, уже в ваших руках. Ваши отношения налаживаются, исцеление не за горами, а финансовый прорыв стремительно приближается. Ваш свет скоро засияет ярче, ваш доход увеличится, а ваша значимость вырастет. Я здесь, чтобы сердечно поддержать вас. Вскоре люди станут свидетелями вашего удивительного величия. Хотя ваши противники могут радоваться вашим испытаниям и неудачам, не теряйте надежды. Ваше время приближается, и Бог организует все в вашу пользу. Вы воскреснете еще раз, восхваляя и радуясь Его безграничной благости. История вашей жизни тщательно записана, каждый момент от начала до конца. Были моменты, когда вы чувствовали себя разочарованными, потерянными или сталкивались с непреодолимыми проблемами. Но есть и хорошие новости. Ваша история завершается великолепным триумфом. Последняя глава вашей жизни посвящена исполнению вашего божественного предназначения и обретению вечного счастья. Будьте готовы, потому что ваш важный момент уже не за горами. Бог вливает обновленную жизненную силу в ваши мечты, карьеру, брак, финансы и здоровье. Напишите 1414 минут, чтобы выразить свою веру в это обещание. Сегодня вечером вот 5 посланий от Бога. 1. Доверьтесь Богу, и Он поддержит вас в эти трудные времена. 2. Найдите утешение в Его объятиях, и Он исцелит то, что было сломано. 3. Все будет развиваться согласно Его божественному плану. 4. Бог знает ваши самые сокровенные желания и не подведет. 5. Сосредоточьте свое внимание на Боге, а не на своих проблемах. Не позволяйте бурям вокруг вас отвлекать ваш взгляд. Не спускайте глаз с Господа Иисуса Христа. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою непоколебимую любовь и необычайный план, который Ты приготовил для моей жизни.
Позвольте мне предвидеть обильные благословения, которые вы приготовили для меня. Я твердо верю и заявляю, что вы делаете больше, чем я могу попросить или представить. Во имя Иисуса. Аминь. Следующие 7 дней будут необыкновенными, наполненными радостью и благословениями в виде любви, процветания и крепкого здоровья. Ваша вера в Бога привела вас сюда, и Он будет продолжать изливать на вас благословение. Под руководством Бога ваша карьера, финансы, здоровье и отношения значительно улучшатся. Готовясь ко сну сегодня вечером, помните, что Бог организует для вас чудеса. Вскоре вы почувствуете полное здоровье и свободу от долгов. Посмотрите это видео, чтобы получить свое чудо от Бога. Приготовьтесь к жизни, полной благословений, превосходящих ваше воображение. В течение следующих 7 дней Бог будет сопровождать вас на каждом этапе пути, обеспечивая вашу победу. Как сказал Иисус, с Богом все возможно, в том числе и вы. Напишите «Я люблю Иисуса» и провозгласите «Я заслуживаю всех благословений, которые Бог приготовил для меня, и я готов принять любовь, исцеление и успех с распростертыми объятиями». Визуализируйте жизнь как грандиозное приключение, наполненное трансформациями. Столкнувшись с невзгодами, помните, что Бог подобен чрезвычайно доброму и утешающему Отцу. Прямо сейчас Он формирует вашу жизнь, превращает грустные моменты в счастливые и ведет вас к успеху. А когда ты почувствуешь усталость и слабость, Бог укрепит тебя. Давайте общаться с Богом вместе. Дорогой Бог, помоги мне на предстоящей неделе. Сопровождай и защищай меня. Пусть Твоя любовь и доброжелательность украшают мою повседневную жизнь, и пусть я всегда нахожу утешение и силу в Твоем присутствии. Бог организует возрождение дремлющих аспектов вашей жизни, ваших мечтаний, ваших отношений, вашего здоровья, ваших финансов и вашего счастья. Это похоже на мистическую трансформацию, происходящую благодаря вашей непоколебимой вере в Бога. Непреодолимые проблемы, которые когда-то казались непреодолимыми, исчезнут, уступив место благословениям, которые наполнят вас глубокой радостью. Бог желает омолодить ваше здоровье и совершить чудеса в вашей жизни. Даже когда обстоятельства кажутся невероятно трудными, Он откроет вам путь. Помните, ожидание Бога никогда не бывает напрасным. Я признаю, что вы, возможно, переживаете трудные времена с вашими финансами, здоровьем и отношениями. Но будь уверен, что я защищу тебя от любого вреда и никогда не оставлю тебя. Молитва остается мощной даже в невзгодах, поскольку чудеса могут проявляться каждый день, а Бог может быстро улучшить ваши обстоятельства. Помните, устно исповедуйте свою веру в Иисуса, и Бог обеспечит ваше спасение. Сохраняйте веру в обещание славного будущего, потому что Бог разработал для вас безупречный план. Напишите минуты 2020 года и твердо доверьтесь Божьему плану в этот сезон преобразований. Сохраняйте надежду и веру. Возможно, на вашем пути были свои трудности, но Бог готов излить на вас свои благословения. Когда вы сталкиваетесь с испытаниями,
помните, что Бог всегда с вами, направляя вас сквозь бурю. Когда вы чувствуете усталость, помните, что Бог дает вам силы продолжать идти. Следующие 7 дней принесут значительные и позитивные изменения в вашу жизнь. С Богом на вашей стороне вы сможете преодолеть трудности и испытать изобилие во всех аспектах своего существования. Доверьтесь Божьему плану и продолжайте верить в Его непоколебимую поддержку. Отдыхая сегодня вечером, представьте себе будущее, наполненное благословениями и возможностями. Любовь и благодать Божия будут продолжать течь в вашу жизнь, принося исцеление, процветание и счастье. Доверьтесь Богу, потому что у Него есть план, как глубоко изменить вашу жизнь. Напишите «Аминь», если вы готовы принять Божью любовь и благословение в свою жизнь. Сегодня для тебя, дорогое дитя, послание надежды. Следующие 10 минут продержитесь. Информация, с которой вы собираетесь ознакомиться, имеет значительный потенциал и может глубоко повлиять на вашу жизнь. Обязательно просмотрите это видео целиком, не пропуская ни секунды, поскольку оно несет в себе особые благословения, ожидающие именно вас. Приготовьтесь к волне позитивных перемен, приближающейся к вам. Ваше финансовое положение, здоровье и успех находятся на грани достижения небывалых высот. Бог собирается открыть дверь, которую вы давно желали. Если вы верите в Бога, поддержите это видео, поставив лайк. Если вы верите в Иисуса, приготовьтесь к дождю благословений в ближайшие месяцы. Представьте Вселенную как постоянного союзника, обеспечивающего вам божественную защиту. Ваши финансовые заботы рассеются, и процветание будет процветать, предоставляя вам средства для комфортной жизни. Открывайте новые горизонты и преследуйте свои мечты. Если вы верите в Иисуса, Он уже одержал победу над невзгодами, обеспечив вашу безопасность от вреда. Когда вы общаетесь с Богом, Он даст вам силу изменить то, что вы можете, и даст вам силу принять то, что вы не можете. Он приведет вас к светлому будущему. По сути, Библия учит нас, что, чтобы угодить Богу, вы должны верить в Него и верить, что Он вознаградит ваше обращение за помощью. Следовательно, когда вы молитесь, делайте это с непоколебимой верой, потому что сомнение подобно тому, как его бросает ветер. Помните, трудные времена, которые вы пережили в прошлом, теперь ушли в прошлое, поскольку Божья любовь и благодать будут продолжать течь в вашу жизнь. Вот хорошие новости. Иисус – источник жизни, и даже если у вас есть хоть капля веры, вы можете совершить невероятные подвиги, например, сдвинуть горы. Некоторые сомневались в Иисусе, потому что не видели Его, но Он благословлял тех, кто верил в Него без физических доказательств. Представьте Бога как сострадательную мать, утешающую своего ребенка. Он всегда будет рядом, предлагая утешение и покой в трудную минуту. Вы – любимое дитя Бога, и Он стремится даровать вам благословения, которые глубоко изменят вашу жизнь. Его желание – наполнить вас огромной радостью, залечить ваши раны и удовлетворить все ваши потребности. Сохраняйте веру в Иисуса, который соединяет нас с Богом, и всем сердцем доверяйте Ему во всех своих начинаниях.
Если вы доверяете Богу и верите в это, напишите «Да». Иисус умер, воскрес, и однажды ты будешь с Богом навеки. Ваша вера основана не на мудрости мира сего, а на удивительной силе Божией. Вот захватывающая мысль. На горизонте вашей жизни грядет значительная трансформация. По мере увеличения вашего богатства у вас появится возможность помогать другим и делать мир лучше. Приготовьтесь к потоку позитива во всех аспектах вашего существования. Ваши отношения станут глубже, карьера пойдет в гору, а жизненная сила достигнет новых высот. Ожидающее вас изобилие превзойдет ваше самое дикое воображение. Возможности возникнут, и вы воспользуетесь ими с верой и благодарностью, становясь свидетелями чудес, происходящих в вашей жизни. Всегда помните, что вы никогда не будете одиноки в этом путешествии. Бог слушает, когда вы ищете помощи, и обеспечивает вам защиту. Смело провозглашайте: Бог есть все, и Его благословения будут продолжать течь в вашу жизнь. В своих молитвах выражайте благодарность за все, что Он вам даровал, и за Его непоколебимое присутствие. Ищите прощения, когда вы терпите неудачу или полагаетесь на что-то, кроме Бога. Начинайте каждый день с сердцем, полным благодарности, зная, что Бог любит вас и всегда будет рядом с вами. Напишите: «Бог – моя сила, чтобы принять Его любовь». Октябрь представляет собой месяц новых начинаний и обновленной надежды, время подсчитать свои благословения и оценить добро в своей жизни. Завтрашний день может принести трудности, но будьте уверены, я Бог обеспечения и могу изменить любую ситуацию в вашу пользу. Не волнуйтесь, беда не коснется вас и болезнь не приблизится к вам, когда вы находитесь под защитой Божией. Следующие 3 дня обещают исключительные перспективы. Вы вступаете в сезон радости, любви и существенного процветания. Еще до конца года вы почувствуете значительное богатство, деньги потекут к вам рекой, увеличиваясь с каждым днем. Я обещаю вам, если вы последуете этому посланию до конца, я благословлю вас отличным здоровьем, защитой и финансовым успехом, который превзойдет ваши ожидания. На этой неделе приготовьтесь к значительным прорывам в своей жизни. Ожидайте позитивных изменений в своем здоровье, финансах, отношениях и проблемах, с которыми вы столкнетесь в течение недели. Будьте готовы воспользоваться невероятными возможностями, испытать чудеса и даже насладиться удачей, когда будете читать это послание. Представьте себе поток изобилия, финансового успеха, искренней любви и радости, входящие в вашу жизнь в этот самый момент. Благодаря Божьей благодати ваше здоровье, финансы и семья будут процветать. Ваш банковский счет будет переполнен большим количеством денег, чем вы можете себе представить, что позволит вам легко справиться со всеми своими финансовыми обязательствами. Никакого стресса не требуется. Напишите 333 минуты, чтобы приветствовать это в своей жизни. Следующие 7 дней будут просто потрясающими. Вы вступаете в сезон счастья, любви и финансового изобилия. Давние источники печали исчезнут, уступив место счастью, просветлению, любви и позитивному опыту.
Напишите 11 минут, чтобы заявить об этой трансформации. Оставайтесь сильными и не бойтесь, потому что Бог всегда рядом с вами и никогда не оставит вас. Когда кто-то, кто, возможно, недобр к вам, нуждается в помощи, протяните ему руку помощи. Поступить так все равно, что свалить им на голову горящие угли, и Бог вознаградит вашу доброту. Пожалуйста, досмотрите это удивительное послание до конца. Вы чувствуете усталость? Не сдавайтесь, потому что я собираюсь раскрыть необыкновенные открытия, которые навсегда изменят вашу жизнь. Те, кто уповает на Бога, обретут новую силу, подобную полету орлов, со способностью бежать без устали и идти, не спотыкаясь. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, счастьем и успехом. Поскольку ваши отношения постоянно улучшаются, трудности, которые вы сейчас испытываете, разрешатся мирным путем. Бог посылает вам финансовые благословения, замечательные события и чудеса. Помните, даже когда вы чувствуете усталость и слабость, Бог всегда рядом с вами. Напишите 12 минут, чтобы поприветствовать благословение. Бог восстанавливает все, что пошло не так в вашей жизни, ваши мечты, отношения, здоровье, финансы и счастье. Это как новое начало во имя Иисуса. Библия подчеркивает важность веры в Бога, поскольку Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Божья любовь остается непоколебимой, независимо от обстоятельств. Даже когда мы совершаем ошибки, Божья любовь остается, и Его прощение доступно. Когда мы любим Бога и повинуемся Ему, Он наполняет нас обильными благословениями. Идите рука об руку с Богом. Когда одиночество поражает ваше сердце, доверьтесь Ему. Во времена запустения и одиночества помните, Бог – мой источник радости и счастья. Бог – моя сила. Напишите 999 минут, чтобы подтвердить эту истину. Эта неделя обещает стать восходящим путешествием к новым высотам. Бог посылает вам новые возможности, благословения, новые связи, блестящие идеи, целительную энергию и необыкновенную удачу. И дело не только в вас, в вашей семье также суждено пережить триумф и прогресс. Бог готов выполнить обещания, которые Он дал вам, и разорвать цепи, которые вас удерживали. Иисус говорит: «Когда все будет готово, я приду за тобой, чтобы ты всегда был со мною». Иоанна 14:3. Боже, когда мои губы уже не знают, о чем просить в молитве, пожалуйста, выслушай мое сердце. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец. Иоанна 10:11. Бог заявляет, что восстановит все, что вы потеряли. Наступают лучшие дни, благословения уже в пути, поэтому верьте, что Вселенная ведет вас к тому, что вам предназначено. Напишите «С», чтобы подтвердить это. Бог обещает, что следующий этап вашей жизни будет чудесным и поразительным, принеся в ваш дом исцеление, благословение и благосклонность. Стоять твердо. Великие дела грядут. Напишите «Аминь», если верите. Божий план для вашей жизни необычен и обещает исцеление и освобождение от стрессовой ситуации.
Ваше терпение скоро принесет свои плоды. Доверьтесь этому. Считайте Вселенную своим постоянным союзником, который всегда находится под божественной защитой. Ваши финансовые заботы рассеются, и ваше процветание будет процветать, предоставляя вам возможность вести комфортную жизнь. Открывайте новые горизонты и следуйте за своей мечтой. Знайте это, Иисус уже одержал победу над невзгодами, обеспечив вашу безопасность от вреда. Когда вы общаетесь с Богом, Он дарует вам силу изменить то, что вы можете, и силу принять то, что вы не можете. Он поведет вас к светлому будущему. По сути, Библия учит нас, что, чтобы угодить Богу, вы должны верить в Него и верить, что Он вознаградит ваши просьбы о помощи. Поэтому, когда вы молитесь, делайте это с непоколебимой верой, потому что сомнение сродни тому, чтобы быть брошенным ветром. Вспомните трудные времена, которые вы пережили в прошлом, теперь они стали историей. Любовь и благодать Божия будут продолжать течь в вашу жизнь. Вот хорошие новости. Иисус – источник жизни, и даже с небольшой крупицей веры вы можете совершить невероятные подвиги, например, сдвинуть горы. Некоторые сомневались в Иисусе, потому что не видели Его, но Он благословлял тех, кто верил в Него без физических доказательств. Представьте Бога как сострадательную мать, утешающую своего ребенка. Он всегда будет рядом, предлагая утешение и покой в трудную минуту. Вы – любимое дитя Бога, и Он стремится даровать благословения, которые глубоко изменят вашу жизнь. Его желание – наполнить вас огромным счастьем, залечить ваши раны и удовлетворить все ваши потребности. Сохраняйте веру в Иисуса, который соединяет нас с Богом, и доверяйте Ему всем своим сердцем во всех своих начинаниях. Напишите «Да», если вы доверяете Богу и верите, Иисус умер, воскрес снова, и однажды вы будете с Богом навечно. Ваша вера основана не на мудрости мира, а на поразительной силе Бога. Вот захватывающая мысль. На горизонте вашей жизни грядет значительная трансформация. По мере увеличения вашего богатства у вас появится возможность помогать другим и делать мир лучше. Приготовьтесь к потоку позитива во всех аспектах вашей жизни. Ваши отношения станут глубже, карьера пойдет в гору, а жизненная сила достигнет новых высот. Изобилие, которое вас ждет, превзойдет ваше самое дикое воображение. Возможности появятся, и вы воспользуетесь ими с верой и благодарностью, став свидетелем чудес, происходящих в вашей жизни. Всегда помните, что вы никогда не одиноки в этом путешествии. Бог слушает, когда вы ищете помощи, и обеспечивает вам защиту. Смело провозглашайте: Бог – это все, и Его благословения будут продолжать течь в вашу жизнь. В своих молитвах выражайте благодарность за все, что Он даровал вам, и за Его непоколебимое присутствие. Ищите прощения, когда вы терпите неудачу или полагаетесь на что-то, кроме Бога. Начинайте каждый день с сердцем, наполненным благодарностью, зная, что Бог любит вас и всегда будет рядом с вами. Напишите: «Бог – моя сила, чтобы принять Его любовь». Октябрь представляет собой месяц новых начинаний и обновленной надежды,
время подсчитать свои благословения и оценить добро в своей жизни. Завтрашний день может принести проблемы, но будьте уверены, я Бог обеспечения и могу изменить любую ситуацию к вашей выгоде. Не волнуйтесь, вас не коснется вред и не приблизится болезнь, когда вы находитесь под защитой Божией. Следующие 3 дня обещают исключительные перспективы. Вы вступаете в сезон радости, любви и существенного процветания. К концу года вы почувствуете значительное богатство, деньги текут в вашу жизнь рекой, увеличиваясь с каждым днем. Я обещаю вам, если вы последуете этому посланию до конца, я благословлю вас отличным здоровьем, защитой и финансовым успехом, который превзойдет ваши ожидания на этой неделе. Будьте готовы к значительным прорывам в своей жизни. Ожидайте позитивных изменений в своем здоровье, финансах, отношениях и проблемах, с которыми вы столкнетесь в течение недели. Будьте готовы воспользоваться невероятными возможностями, испытать чудеса и даже насладиться удачей, когда будете читать это послание. Представьте себе поток изобилия, финансового успеха, искренней любви и радости, входящие в вашу жизнь в этот самый момент. Благодаря Божьей благодати ваше здоровье, финансы и семья будут процветать. Ваш банковский счет будет переполнен большим количеством денег, чем вы можете себе представить, что позволит вам легко справиться со всеми своими финансовыми обязательствами. Стресс не требуется. Запишите 333 минуты, чтобы приветствовать это событие в своей жизни. Следующие 7 дней будут просто удивительными. Вы вступаете в сезон счастья, любви и финансового изобилия. Давние источники печали исчезнут, уступив место счастью, просветлению, любви и позитивному опыту. Запишите 11 минут, чтобы заявить об этой трансформации. Оставайтесь сильными и не бойтесь, потому что Бог всегда рядом с вами. Он не оставит тебя. Когда кому-то, кто может быть недобрым к вам, требуется помощь, протяните руку помощи. Поступить так все равно, что свалить им на голову горящие угли, и Бог вознаградит вашу доброту. Пожалуйста, дочитайте это удивительное послание до конца. Вы чувствуете усталость? Не сдавайтесь, потому что я собираюсь раскрыть необыкновенные откровения, которые навсегда изменят вашу жизнь. Уповающие на Бога обретут новую силу, подобную полету орлов, способность бежать, не уставая, и идти, не спотыкаясь. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, счастьем и успехом. Поскольку ваши отношения постоянно улучшаются, трудности, которые вы сейчас испытываете, исчезнут мирным путем. Бог посылает вам финансовые благословения, замечательные события и чудеса. Помните, даже когда вы чувствуете усталость и слабость, Бог всегда рядом с вами. Запишите 12 минут, чтобы приветствовать благословение. Бог восстанавливает все, что пошло не так в вашей жизни, ваши мечты, отношения, здоровье, финансы и счастье. Это как новое начало во имя Иисуса. Библия подчеркивает важность веры в Бога, потому что Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Божья любовь остается непоколебимой, независимо от обстоятельств.
Даже когда мы совершаем ошибки, Божья любовь остается, и Его прощение доступно. Когда мы любим Бога и повинуемся Ему, Он наполняет нас обильными благословениями. Идите рука об руку с Богом. Когда одиночество поражает ваше сердце, доверьтесь Ему во времена запустения и одиночества. Помните, Бог – мой источник радости и счастья. Бог – моя сила. Запишите 999 минут, чтобы подтвердить эту истину. Эта неделя обещает стать восходящим путешествием к новым высотам. Бог посылает вам новые возможности, благословения, новые связи, блестящие идеи, целительную энергию и необыкновенную удачу. И дело не только в тебе. Вашей семье также суждено пережить триумф и прогресс. Бог желает выполнить обещания, которые Он дал вам, и разорвать цепи, которые вас удерживали. Иисус говорит: «Когда все будет готово, Я приду за тобой, чтобы ты всегда был». В Священном Писании Иоанна 14:3 «Бог со мной». Когда мои губы больше не знают, о чем молиться, пожалуйста, послушайте мое сердце. Я добрый пастырь. Добрый пастырь отдает свою жизнь за овец, как сказано в Иоанна 10:11. Бог утверждает, что Он восстановит все, что вы потеряли. Лучшие дни впереди, благословения уже в пути, поэтому верьте, что Вселенная ведет вас к вашей судьбе. Напишите «С», чтобы подтвердить. Бог уверяет, что следующий этап вашей жизни будет чудесным и неожиданным, принеся в ваш дом исцеление, благословение и благосклонность. Держитесь, грядут великие дела. Напиши «Аминь», если веришь. Божий план для вашей жизни необычен. Благодаря обещаниям исцеления и освобождения от стрессовой ситуации, ваше терпение вскоре принесет плоды. Доверьтесь времени. Бог здесь, чтобы помочь вам. Когда вы сделали все, что могли, и больше не можете, продолжайте молиться и наберитесь терпения. В свое идеальное время Бог сделает все возможным. Верьте в Бога, это меняет все. Вы никогда не одиноки в своей борьбе. Бог с вами. Доверьтесь Ему. Аминь. Бог объявляет, что на горизонте грядут значительные перемены, ведущие вас к вашей судьбе. Благословение уже в пути, в вашей жизни вот-вот появится двойная порция благословений и благосклонности. Несмотря на испытания и неудачи, которые вам пришлось пережить, благословение еще впереди. В книге Исаии 41:13 говорится: «Я Господь, Бог твой, который держит твою правую руку. Я тот, кто говорит тебе не бояться, я помогу тебе». Продолжайте молиться и сохраняйте терпение. Бог слушает. Он не забыл вас, и Его время отличается от вашего. Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что все работает вам во благо. Вы никогда не одиноки в своих проблемах. Бог всегда рядом с тобой. Доверьтесь Ему, и Он позаботится обо всем остальном. Аминь. Бог сообщает вам, что приближаются значительные перемены, приближающие вас к вашей судьбе. Благословение уже в пути, новая дверь вот-вот откроется,
положив конец вашим нынешним испытаниям. К вам приближается волна возможностей и благословений, поэтому сохраняйте терпение и доверяйте Его времени. Дверь, о которой вы молились, вот-вот откроется. Не теряйте веры, ваши молитвы получают ответ. Аминь. Бог готовится возвысить вас перед теми, кто сомневался в вас. Помните, пока Бог с вами на вашем жизненном пути, не имеет значения, кто вам противостоит. Бог сообщает вам сегодня, что у Него есть великолепный план для вашей жизни, планы процветания, исцеления и освобождения от стрессовой ситуации, с которой вы столкнулись. Ваши ожидания и молитвы вот-вот принесут плоды. Ваша личная и профессиональная борьба подходит к концу. Не теряйте надежды, Его планы осуществятся. Напишите 111, чтобы получить это сообщение. Когда я молюсь, я не только прошу Бога исправить ситуацию, я прошу руководства, чтобы увидеть вещи с Его точки зрения. Аминь. Когда Бог на вашей стороне, не беспокойтесь о том, что противостоит вам. Я молюсь за тех, кто это читает, чтобы Бог исцелил раны в вашей жизни. Я не знаю, кому нужно это услышать, но подождите, пока вы не увидите чудеса, которые Бог приготовил для вас. Он услышал ваши молитвы, продолжайте молиться, будьте терпеливы и не останавливайтесь. Когда придет подходящее время, Бог сделает это возможным. Верьте в Бога, это меняет всех. Вам не обязательно решать свои проблемы в одиночку. Я всегда рядом с тобой. Аминь. Если вы верите, я знаю, что Бог слышит меня. Я доверил Ему желания моего сердца. Если они еще не проявились, у меня должно быть достаточно веры в то, что у Него есть для меня что-то еще лучшее, что-то, что намного превзойдет мои ожидания. Бог может принести мир в ваше прошлое, цель в ваше настоящее и надежду в ваше будущее. Вы не храните злобу вечно, но наслаждаетесь милосердием. Михей 7 часов 18 минут. Если Бог на вашей стороне, не имеет значения, кто против вас. Благодарю Тебя, Боже, за то, что призвал меня исполнить Твою цель. Я тронут возможностью быть частью ваших суверенных планов. С каждым днем я молюсь, чтобы мои желания совпадали с Твоей волей, а если нет, пожалуйста, исправь меня, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Бог советует вам молиться, когда вы работаете, обеспокоены, злы или счастливы. Всегда молитесь, потому что молитва имеет огромную силу. Утром я молюсь, дорогой Бог, спасибо, что не оставил меня там, где нашел. Спасибо, что прошли со мной через взлеты и падения каждого дня. Я знаю, что сегодняшний день не будет исключением. Ты никогда не покидал меня, Господь. Успокойте мой разум сегодня. Тревога не может преобладать, замешательство не может преобладать, отсутствие ценности не может преобладать. Вы уже все это победили. Спасибо за то, что позволили мне быть сосудом Твоего света и проложили путь там, где его нет. Спасибо за то, что Вы есть. Во имя Иисуса. Аминь. Бог начинает трансформацию.
Он готов превзойти ваши ожидания. Когда вы превращаете беспокойство в поклонение, Бог превращает битвы в благословение. Напишите «Спасибо», чтобы подтвердить. Бог призывает вас каждый день стремиться к более высоким стандартам. Ваша семья, друзья и коллеги обращаются к вам за советом. Поднимите атмосферу в каждом месте, куда вы выйдете. Доверьтесь Богу и отпустите. Величие внутри вас. Помните Евангелие от Матфея 6 часов 33 минуты, но ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Аминь. Бог готов изменить ваши обстоятельства и повысить ваш статус. Напишите «Уай», если готовы. Иногда Бог помещает вас в уединение, чтобы помочь вам осознать, что вам нужен только Он. Будьте уверены, что Бог не забыл вас. Его время просто отличается от вашего. Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что все работает вам во благо. Ваше будущее в руках Бога, и Он будет вести вас. Иметь веру. С Богом вы сможете преодолеть все трудности. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и при всяком случае благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5 часов 16 минут. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. Боже, я молюсь, чтобы Ты утешал меня в каждой трудной ситуации. Я также молюсь, чтобы Вы использовали меня, чтобы приносить утешение другим. Пожалуйста, помогите мне найти целенаправленные и творческие способы сделать это. Аминь. Если согласны, напишите «Аминь». Бог говорит с вами сегодня. За каждую пролитую слезу, за каждую пережитую бессонную ночь уготовано вам благословение. Вы находитесь на грани выхода из этого непростого сезона, и завтрашний день принесет новый день, наполненный свежими благословениями. Не стесняйтесь, пришлите мне прямое сообщение для молитвы. Бог хочет, чтобы вы оставались терпеливыми. Он выбрал идеальное время, и у Него на вас большие планы. Поверьте мне, вы примете это, когда увидите. Напишите «С», чтобы подтвердить свою веру в высшую силу, которая заботится о вас и готова подарить вам богатство и здоровье. Если это предусмотрено Божьим замыслом, оно найдет путь к вам, куда бы вы ни пытались бежать. С другой стороны, если это не от Бога, никакие усилия не приведут к успеху. Когда Бог доводит вас до края, доверьтесь Ему всем своим сердцем, потому что вас ждут только два результата. Либо Он поймает тебя, когда ты упадешь, либо Он научит тебя летать. Держитесь своей веры, когда боль усиливается, и благодарите Бога за то, что Он лучший друг, который у вас когда-либо был. Напишите в комментариях «Аминь», если верите. Вскоре вы получите все, что пожелаете, и жизнь вашей мечты станет вашей реальностью. Напишите «Аминь» для подтверждения.